когда я таскал, упал с лестницы, получается, с холодильником вместе. После этой работы просто ты, как говорится, остаешься как инвалидом. На будущем уже ты только лечиться будешь. Потому что ты на спине тащишь, как получается, холодильник, шкаф, мебель. Там не вдвоем, а ты только один это все тащишь. Не дай бог, тебя, если ты что-то сломаешь или сломается у тебя спина, рука, ты либо с инвалидом станешь, все, ты здесь останешься, а у тебя два-три выхода есть. Либо ты будешь как бомж, либо ты уедешь к себе, бесплатно получишь там на подарок депорт вот этот всего, или здесь, не дай Аллах, что, ну, похоронит тебя, понимаете, вот, и все. Мы как наемники туда идем. Это неофициально. Поэтому у нас рабочей визы нету страховки. Вот. А почему нас нанимать или какого-то Средней Азии, наших братьев там, с Узбекистана или с Киргизии там, или азербайджанец, нанимать туркам или местным, вот, которые им выгоднее, потому что меньше платить, получается, а себе больше берет. Оставляет себе больше, а нам меньше. Был такой случай, когда мы на 18 этаж, у них такой аппарат есть, мы говорим на турецком асансер, лифт. Никакой страховки нету, туда диван, все ставит, если ветер, оно падает. Было такой случай, что раз поднял на один этаж потихонечку и упал одного пацана там, и у него там руки, вот, ну, открытый перелом был. И у меня тоже сзади, вот, когда я таскал, упал с лестницы, получается, с холодильником вместе. Пришлось там, ну, там это уже там разобрались по поводу холодильника, по поводу меня не разобрались. Почему? Потому что ответственность никто не несет за твое здоровье. Ты просто пришел, поработал, свои деньги взял и все. Если не поработал, если тебе не повезло, это твои проблемы. Коленка у меня правая, и получается вот здесь вот спина, ощущение такое, что как будто этот есть, у меня грыжа. Но я сейчас, да, могу пойти в клинику, или государства здесь дорогие. Ну, государства дорогие, конечно, без страховки. А частные, это само собой дорого стоит. Чтобы медицинский осмотр себе сделать, проверить спину или там, не знаю, вот какие-то еще травмы там, где болят, мы не можем себе позволить здесь. Вот такие вот сложности мы здесь переносим в Турции. Просто моя жена там осталась, депорт получила, в черный список попала она, а я здесь. Вот. И мы так уже живем 4 года. Она И не может сюда приехать. Она не может сюда приехать. И мы не можем семью, вот детей создать. Вот. И получается, ну теперь вы поймите, вы сами теперь просто поймите, как это все на меня или да, вот на моего жену как психологически уже
Мы же, ну, сложно, понимаете. Но как-то мы друг друга поддерживаем, морально поддерживаем, понимаете. Там получается, либо подарочки надо давать, либо через дядин связь надо заходить. Где-то я 20 или месяц я поработал. Уже говорят, ты должен оттуда брать или приносить, или привозить. А я понял, что-то здесь не то. Так что потом я работу бросил. Даже вот через связи там меня устроили, через не хочу. И я потом пришлось мне приехать сюда, чтобы, как говорится, зарабатывать деньги для своего цели, для своего жизни, чтобы обеспечивать своих родителей, братьев, сестер.